Американская киностудия DreamWorks Animation выпустила новый трейлер мультфильма «Как приручить дракона 3. Скрытый мир». И он обалденный. Мы расскажем вам интересные факты и темные секреты предстоящего фильма. Также просим вас подписаться на канал и поставить лайк. Беззубик был похож на попугая. Все, кто смотрели мультфильм «Как приручить дракона», знают, что Беззубик – это ночная фурия и самый лучший дракон. А вот и первый интересный факт о нашем любимом драконе, который вам, скорее всего, неизвестен. Изначально создатели DreamWorks хотели сделать Беззубика зелено-красным, а не черным, как мы привыкли его видеть. А еще они хотели сделать Беззубика намного-намного меньше. Только представьте себе зелено-красного попугая на плече Икинга. Но после обсуждения создатели решили вдохновиться чертами другого животного и добавили ему качество пантеры, что сделало его совершенно уникальным драконом. Беззубик и Икинг могут перестать быть друзьями. Этот факт больше грустная реальность, чем темная тайна, но рано или поздно тесная дружба между Беззубиком и Икингом может закончиться. Как четко видно из трейлера, Икинг очень повзрослел, а Беззубик нашел себе подружку Белую Фурию. Режиссер Дин де Блуа говорит, что ему очень нравятся милые дружеские отношения Икинга и Беззубика. И даже если их пути разойдутся, они навсегда изменили друг друга. Но не плачьте. А вот и третий секрет. Нас хотят заставить плакать. И что такого есть в этих мультиках, что очень часто они заставляют нас рыдать? В интервью режиссер Дин де Блуа утверждает, что он не пытался вызвать в аудитории слезы намеренно. Его задачей было, чтобы зритель почувствовал все, что чувствуют герои, и страх, и радость. Так что запаситесь салфетками перед просмотром этого фильма. Астрид не было в книге. В оригинальной серии книг не было персонажа девушки по имени Астрид. Кто-то утверждает, что женский персонаж был создан только из романтических взаимоотношений. Кто-то, что Астрид изначально была задумана как награда для Икинга. Чтобы стать успешным, ему понадобилась бы девушка. Образ Астрид некими критиками преуменьшен к призу, который следует выиграть. Скрытые послания о нетолерантности в скрытом мире. Дин де Блуа рассказывает, что существует скрытая тема в скрытом мире, и вы ее заметите, если внимательно будете смотреть. Он говорит, что появится новый злодей по имени Гриммель Гризли, охотник за драконами, который верит, что все драконы – паразиты и их нужно уничтожить. Де Блуа называет его очень жестоким персонажем, благодаря которому удалось воплотить в жизнь все уродства нетолерантности. Икинг, наоборот, полная противоположность злодею, который убежден, что мирное сосуществование людей и драконов возможно. Да, к сожалению, не все разделяют его взгляды. Кинокомпания DreamWorks уволила целую группу работников. Было много задержек при производстве третьей части трилогии «Как приручить дракона». Это все из-за того, что целая группа работников кинокомпании DreamWorks Animation была уволена. Согласно журналу Variety, количество рабочих мест резко сократилось, потому что кассовые сборы не оправдали надежд, поэтому кинокомпания приняла решение выпускать не 3, а 2 фильма в год. Сначала третья часть фильма «Как приручить дракона. Скрытый мир» планировалась выйти в прокат еще в 2016 году. Потом премьеру перенесли на лето 2017, потом еще на март 2018, а теперь нам обещают показать мультфильм на больших экранах в феврале 2019 года. Возможно, драконы когда-то существовали. Возможно, наши предки нашли не кости динозавров, а кости драконов. Возможно, они создали истории, чтобы объяснить то, что они нашли. Вполне возможно, что драконы, как существа, и жили на Земле, но они не дышали огнем. Неизбежное вымирание. Дин де Блуа в одном из своих интервью сказал, что изначально его вдохновили слова Икинга из самой первой книги Крисиды Коуэлл, а именно «Я был рожден в эпоху драконов», но мало кто знает, что с ними стало теперь. Режиссер хочет рассказать в фильме о том, почему мы больше не видим летающих в небе драконов сегодня. И эта тайна будет раскрыта в фильме. Это конец. Это конец трилогии «Как приручить дракона». Режиссер заявил, что «Скрытый мир» – последняя часть, и продолжения не следует. Он не заинтересован в продолжении франшизы, и его вполне удовлетворяет фильм «Трилогия», как изначально и задумывалось. Он создал 3 фильма и большую историю, которая рассказывает о жизни Икинга. А какие ваши любимые моменты в первых 2 фильмах, напишите в комментариях.